Где была родина тюркских народов? По мнению одних ученых, в степной полосе между Уралом и Алтаем. По мнению других, в Центральной Азии. Отсюда, из сердца Азии, направлялись на запад, вплоть до Черного моря, и на восток до Желтого, отряды воинственных хунну, которые, по всей вероятности, и были древнейшим из известных науке тюркских племен. Здесь находился центр государства жуань-жуаней и сяньбийцев, говоривших на тюркских наречиях. Впрочем, тюркская речь хунну, сяньбийцев, жуань-жуаней — это лишь гипотеза, хотя в пользу ее есть довольно веские доводы. А в том, что именно тюрки создали могущественное государство в центре Азии в VI-VIII веках нашей эры, не сомневается никто. Во-первых, об этом говорит само название господствующего племени — тюркюты, тюкю или тюрки. Во-вторых, памятники письма, руны, оставленные этим народом, написаны на чистейшем тюркском языке. Рунами их назвали за сходство с письменами древних германцев, хотя сходство европейских и азиатских рун чисто внешнее. Государство древних тюрков не ограничивалось пределами Центральной Азии и даже Азии. За очень короткий срок, с 550 по 580 год, тюркюты распространили свою власть от Великой Китайской стены вплоть до реки Дон. Государство и граничило с тремя великими державами того времени — Византией, Ираном, Китаем. Но держава древних тюрков была недолговечной. Между предводителями тюркютов начались династические распри. Их искусно разжигали китайцы, понимавшие, что Великая Китайская стена не сможет оградить страну от столь грозного соседа. Слабостью тюркютов воспользовался родственный им народ уйгуры, который прежде был в подчинении у тюркютов. В 745 году они становятся во главе великого государства. Уйгуры были отважными воинами. По словам историков, тюркюты их силами геройствовали в пустынях севера. Но вместе с тем уйгуры стремились постигнуть достижения цивилизации того времени. В свое государство они приглашали миссионеров из Средней Азии, воздвигали города, занимались земледелием. Уже в X веке создается уйгурский литературный язык, а письменность проникает к уйгурам на 2 века раньше. Но вскоре государство уйгуров завоевывают соседи с севера, древние кыргызы, также говорившие на тюркском языке. Часть уйгуров откочевывает в глубины Центральной Азии, другая — в Среднюю Азию, а третья остается на месте. Единый язык распадается на множество диалектов. Исчезает и название уйгур. Появляется оно вновь на лингвистической карте Азии в XX веке. На просторах Синьцзяна, северо-западного Китая, и в некоторых районах Средней Азии живут носители языка, долгое время не имевшего единого названия. Носители эти именовали себя то по месту жительства, например, Кашгарлык, житель Кашгара, то по роду занятий Таранчи, земледелец и тому подобное. Многие западноевропейские ученые называли этот язык восточно-тюркским. В 1921 году известный советский тюрколог Малов на съезде восточно-тюркской интеллигенции, проходившем в городе Алма-Ате, предложил возродить древнее название уйгуры и именовать им восточных тюрков Синьцзяна и Средней Азии. Предложение тюрколога было принято. Для языка, названного уйгурским, или чтобы отличать его от древнего наречия уйгуров, новоуйгурским, создается новая письменность, сначала на латинской, а затем на русской основе. Так пишут уйгуры, живущие в СССР. В КНР они пользуются письмом на арабской основе.
К сожалению, первые шаги к национальному возрождению уйгуров сменились в КНР искоренением их национальной культуры, насильственной китаизацией, о чем неоднократно писала советская и зарубежная печать. Эта китаизация встречает упорное сопротивление уйгуров, численность которых в КНР превышает 3,5 миллиона человек. Название «уйгур», предложенное профессором Маловым, привелось и теперь общепринято. Однако последние исследования показывают, что новоуйгурский язык, язык современных уйгуров, не является прямым потомком древнеуйгурского. Он гораздо ближе к узбекскому языку, а не к тому наречию, на котором говорили древние уйгуры. В этом ничего удивительного нет. Кочевники-тюрки совершали длительные переходы с места на место, и сейчас в Синьцзяне, возможно, живут не те тюрки, которые были там в раннем Средневековье. Вот почему некоторые западные лингвисты вместо термина «уйгурский» и «новоуйгурский» предпочитают употреблять старый термин «восточно-тюркский язык», имея в виду язык тюрков Синьцзяна и части Средней Азии. Например, известный всему миру как дипломат и всему филологическому миру как тюрколог, швед Гуннар Яринг издал не так давно словарь языка тюрков Синьцзяна под названием «Восточно-тюркский словарь». На территории нашей страны живут и другие народы, язык которых сохранил многие черты языка своих предков, древних тюрков. Это 100 тысяч тувинцев и около 400 тофаларов. Тофалары живут в восточных Саянах, на границе Иркутской области и Тувы. Весьма близки языку древних тюрков и диалекты алтайцев, населяющих южную часть Горно-Алтайской автономной области. Потомком языка древних кыргызов, победителей уйгуров, возможно, является хакасский язык.